Путешествие по музею космонавтики в Москве. Часть 10. Начнем мы с орбитального корабля «Буран». Это производственная модель. А дальше идет многоразовая транспортно-космическая система «Энергия Буран». Макет масштаб 1 к 10. МКТС «Энергия Буран» состоит из ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Энергия» и многоразового орбитального корабля «Буран». Основной заказчик — Министерство обороны СССР, головной разработчик «Энергия». Работу начались с 1976 годов. Ракета-носитель «Энергия» – одна из самых мощных ракет в мире. Это первый советский ракет-носитель, использовавший в качестве топлива жидкий водород. Следующий на очереди орбитальный корабль «Буран». Это орбитальный корабль «Космоплан» Королевской многоразовой транспортно-космической системы, или МТКК, созданный в рамках программы «Энергия Буран», один из двух реализованных в мире орбитальных кораблей МТКК. «Буран» был ответом на аналогичный проект США Space Shuttle. Свой первый и единственный космический полет «Буран» совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. Следующий на очереди космический аппарат «Клиппер». Это многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль, проектировавшийся в РКК «Энергия» с 2000 года на смену кораблям серии «Союз». В 2006 году по результатам конкурса проект был отправлен Роскосмосом формально на доработку, а затем остановлен в связи с прекращением конкурса. В начале 2009 года РКК «Энергия» победила в конкурсе на разработку более универсального корабля ППТС ПТНК-НП «Русь». Помните, в третьем выпуске я вам рассказывал про ППТС ПТНК-НП «Союз»? Так вот, он в последней части есть, только это первый этаж. Во третьей части про второй этаж. Если хотите узнать поподробнее, зайдите в третьей части и сами посмотрите. Следующий на очереди кресло катапультное К-36 РБ. Оно предназначено для пилота многоразового транспортно-космического корабля «Буран». Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, на эфирном небосклоне вспыхнули сверхновые светила, заслоняя старые добрые планеты. Даже на Марсе обнаружены телеканалы. 2 для умных и 3 развлекательный. Вот они, красные гиганты и желтые карлики вселенной, пролетают над нашими головами, на ходу подсчитывая рейтинги и доли. Сегодня их орбиты пересекаются в этом зале, где предстоит сокрушительное столкновение амбиций и мощный выброс призов. Взоры телезрителей прикованы к голубым экранам радаров. Империя телевидения наносит ответный необъявленный визит.